Здание, в котором раньше размещалось багажное отделение, сегодня вмещает в себя все летные службы. Здесь находится зал ожидания, стойки регистрации и накопитель. Вот уже 20 лет пассажиры аэропорта Нерюнгри вынуждены отправляться в путешествие из неприспособленного помещения. Пассажиры прилетают в холодный накопитель заходит. Люди спрашивают, как ожидать 5 часов рейса в таких условиях на железных креслах. Выйти некуда. Аэропорт Нерюнгри относится к стратегическим на северо-востоке России. Он является запасным на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию. В экстренных ситуациях здесь могут приземлиться лайнеры всех типов. Кроме того, им пользуются пассажиры сразу 2 регионов страны. На сегодняшний день нашим аэропортом пользуются жители и Алданского района, и Нерюнгринского района, и Тынинского района Амурской области. То есть, если сложить население всех этих районов, получается более 120 тысяч. И вот на сегодняшний день наш регион не имеет комфортного здания аэропорта. Возводить это многоэтажное современное здание аэропорта прекратили еще в начале 90-х. Строителям не хватило всего лишь года, чтобы завершить грандиозный объект. Дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас. Новый проект уже проходит экспертизу. Мы надеемся, что с реконструкцией аэропорта к нам придут дополнительные авиакомпании, что позволит в перспективе снизить цены на билеты за счет конкуренции. Ну и у людей будет выбор. То есть не надо будет лететь обязательно в Москву, чтобы потом вернуться на Урал, допустим. А будет больше направлений с тем, чтобы по стране можно было людям перемещаться более удобно. В похожей тяжелой ситуации сегодня большинство аэропортов Якутии. У одних сгнило здание, у других дождями размывает взлетно-посадочные полосы. Острая необходимость решить проблемы назрела сразу в 16 районных центрах. Готовим сейчас определенный материал, свое видение. Хотим разработать стратегию развития ФКП «Аэропорты Севера». Я думаю, если все у нас получится, то эти аэропорты будут обязательно реконструированы и выйдут на тот уровень обслуживания и транспортной авиационной безопасности, которые они должны занимать. Все запланированные работы будут профинансированы из государственного бюджета России. Это стало возможным благодаря тому, что в 2007 году было создано специальное федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера». Сам регион эти затраты не смог потянуть. Содержание небольших аэропортов требует больших вложений. В Российской Федерации, уделяется на сегодняшний день внимание малым аэропортам. Это ни для кого не секрет, это убыточная деятельность. И, конечно, роль государства в этом очень важна. Параллельно с реконструкцией существующих аэропортов ведется поиск способа сокращения расходов на их содержание. Сегодня по нормативам, разработанным еще в советское время, встречают и провожают самолеты представители сразу нескольких дублирующих друг друга служб. Даже там, куда прилетает всего 1 самолет в неделю, необходимо содержать десятки человек персонала. Для аэропортов, которые перевозят те же 1500–2000 тысячи человек в году, то есть для них нужны совершенно другие требования, которые, например, есть такие, как работают аэропорты в Гренландии, в Исландии, в Канаде, на Аляске. Там таких требований нету. Не надо содержать такое количество персонала. Не надо, соответственно, снижается содержание аэропорта, снижаются тарифы для авиакомпаний. Авиакомпании могут на этот счет тоже снижать стоимость билетов. Большие затраты на содержание аэропортов слишком накладны даже для мирового лидера по добыче алмазов. В этом году Алроса передала федеральной структуре сразу 5 своих авиаплощадок. Одна из них в городе Ленск, которая по причине грунтовой полосы входит в число самых проблемных в регионе. Проблема аэропорта – это грунтовая взлетно-посадочная полоса, которая существенно ограничивает объемы перевозок и типы воздушных судов, которые мы можем принимать. Поэтому от этого зависит и география полетов, то есть она является основным сдерживающим фактором в развитии нашего аэропорта. Александр Гриценко – один из самых опытных командиров самолета Ан-26. За свою карьеру побывал во всех аэропортах Якутии. Большинство из них относятся к числу сложных для захода на посадку. Причем чаще всего не по причине метеоусловий, а из-за состояния полос. Весной раскисает, в зимнее время снежный покров дает о себе знать. То есть нужен постоянный уход за полосами, что влияет на регулярность, качество выполнения полетов. Если, допустим, взять на восток, Зырянка средний,
Они весной закрываются в лучшем случае на 2, на 3 недели бывает. По причине несовершенства сегодня северные аэропорты Якутии могут принять ограниченный тип воздушного судна. Из-за этого главным тружеником неба остается отечественный самолет Ан-24. Только благодаря ему все отдаленные уголки Якутии связаны с ее центром. Самолеты серии Ан-24 и Ан-26 в воздухе уже больше полувека. Например, вот этому 30 лет. Но до сих пор они считаются незаменимыми для условий Якутии. Пилоты говорят, что только эта советская техника максимально приспособлена для посадки на грунтовые полосы. Авиаторы уже не первый год пытаются найти достойную замену этому устаревшему и дорогому в обслуживании самолету. Но альтернативы нет во всем мире. Иномаркам наши аэропорты не подходят, а отечественных аналогов больше нет. А это значит, что пассажирам ждать заметного удешевления билетов можно лишь, когда аэропорты переживут реконструкцию, а авиакомпании поставят на линии современный флот. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Роберт Набиев, Ирина Бачилова, Леонид Иванов. Вести. Якутия.